Резонансное дело в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация возмутила многих таджиков. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Таджикистане против осужденного к 9 годам лишения свободы Иззата Амона возбудили новое уголовное дело. По словам родных правозащитника, МВД Таджикистана обвиняет его в мошенничестве на сумму $10 тысяч. Источник в Следственном управлении МВД Таджикистана 7 марта подтвердил, что в отношении Иззата Амона возбуждено новое уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основе жалобы жителя города Бахтар Нуруло Вахидова. Иззат Амон переведен из колонии в СИЗО, сказал источник на условиях анонимности. Уголовным кодексом Таджикистана за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму 125 400 самани или лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Родные Иззата Амона считают дело сфабрикованным. Они утверждают, что жалоба Нуруло Вахидова поступила в МВД сразу после того, как родные Иззата Амона возместили ущерб последнему просителю, жителю района Джайхун, на сумму 232 самани. Ашурбиби Халова, мать Иззата Амона, в беседе заявила, что она хорошо знает Нурула Вахидова. В 2007 году Нурула вместе с другим моим сыном находились в мордовской колонии. Иззату понадобились деньги для оформления документов и их возвращения в Таджикистан. Часть суммы $10 тысяч передали родственники Вахидова. Долг мой сын вернул в 2010 году родственникам Вахидова в Таджикистане и передали автомашину Mercedes за $6 тысяч, а живущей в Москве его супруге, русской по национальности, $4 тысячи. Вопрос тогда был исчерпан, рассказала мать правозащитника. Попытки корреспондента связаться с Нуруло Вахидовым или его родственниками не увенчались успехом. Сам он на видео, опубликованном в YouTube, утверждает, что Иззат Амон до сих пор не вернул ему $10 тысяч. Когда проводится очная ставка между Иззатом Амоном и Нуруло Вахидовым, пока неизвестно. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Суд в Душанбе 19 октября 2021 года приговорил к 9 годам лишения свободы правозащитника, руководителя московского центра Таджикон Иззата Амона, известного защитника прав мигрантов. Выслали из России в Таджикистан в конце марта 2021 года. На родине его задержали силовики по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление на Амона, как сообщалось ранее, якобы написали 12 человек. Они утверждают, что в период с 2014 по 2020 год передали ему деньги за освобождение от уголовной ответственности, временную регистрацию и аннулирование решения суда о депортации. Адвокаты правозащитника предполагали, что Амон может попасть под амнистию. По словам родственников, они также ждали его освобождения, так как выплатили всю сумму. Однако этого не произошло. Родные и близкие Иззата Амона считают дело политически мотивированным. В декабре 2021 года Иззата Амона перевели из следственного изолятора в колонию, расположенной в Первом Советском. 48-летний Иззат Амон неоднократно критиковал таджикское правительство за неспособность защитить права своих граждан в России. Организация под его руководством оказывала нуждающимся мигрантам юридическую, а в некоторых случаях и финансовую помощь. За это он и поплатился. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!